Я хочу на этом уроке показать, каким образом можно установить социальные плагины. Вот этот вот плагин, он очень удобен для того, чтобы свои посты перекинуть на социальные сети. Происходит это следующим образом. Вот написана статья на определенную тему, предположим. И эту статью нужно будет прорекламировать в социальных сетях. Ну, в данном случае мы сделаем это на Facebook. Жмем на Facebook. Появляется вот такое окошечко. И мы здесь можем прокомментировать. И жмем на кнопочку «Поделиться ссылкой». Переходим на Facebook. Когда мы переходим на Facebook, мы уже видим, эта ссылка она появляется вот здесь. И если пользователь Facebook нажмет на заглавие вашей статьи, он попадет как раз на ваш сайт, который вы прорекламировали на Facebook. Иначе говоря, посетитель, попадая на ваш сайт, может посмотреть уже и остальные ваши статьи, которые есть у вас. Это очень удобный сервис и очень удобный плагин. Каким образом можно его установить? Теперь я хочу показать, как можно установить этот плагин на ваш сайт, на WordPress. В админке есть раздел плагины. Проходим в этот раздел и жмем на «Добавить новый». Здесь есть раздел «Загрузить». Жмем на «Загрузить». И нужно будет выбрать файл. У меня уже этот плагин он подготовлен для инсталляции. В данном случае он вот он. Выбираем его. Открываем. И жмем на «Установить». Активируем. Этот плагин у меня он уже старый, поэтому требует обновления. Вот. Давайте посмотрим, откуда скачать можно этот плагин. Вот этот сайт основной, можно оттуда его скачивать. Установить обновление, прямо жмем. Возвращаемся на страничку плагинов. Этот плагин у нас, он теперь уже установлен. Вот он. Наша задача теперь настроить. Вот настройки появились. Жмем на Share Button. И в настройках мы должны посмотреть. Практически здесь уже по умолчанию все сделано, но текст менять не будем. Поделиться в социальных сетях. Горизонтальная позиция кнопок я тут оставляю также. Где показывать кнопки в постах, на страницах, на главную, я везде проставляю чекбоксы. Все также оставляю. И единственное, на Твиттере надо будет прописать ваш никнейм, если, конечно, у вас есть на Твиттере настройки. У меня настройки свои. Прописываю эти настройки и сохраняем изменения. Обязательно надо нажать на «Сохранить». Дальше смотрим настройки. Вот следующие. Что есть там? Здесь можно выбрать разные варианты по дизайну. Кнопочка со счетчиками, например. Или круглые. Или прямоугольные. Как вам нравится. Но чтобы не загромождать страничку, я выберу классическое меню. Здесь оставляю все сайты, которые у нас есть. Самые популярные сайты. И сохраняю изменения.
загружаю или обновляю страничку, потому что я на самом деле сейчас изменил настройку дизайна этих кнопочек, и видите, что они теперь стали маленькими. Вот они. Вот таким образом устанавливается вот этот плагин, и он очень удобен для пользования и работы в социальных сетях. С вами был Сергей Майнагашев.